Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале о главном. Детали для КАМАЗов и шинный кластер. Разговор о высокотехнологичных, серьезных компонентных проектах. Как татарстанские компании планируют начать производство в Казахстане, расскажет Салават Мухаммадулян. Живут в центре Казани, а соседствуют с крысами и сквозняками. Страшно то, что на тебя посыпется штукатурка. Могут даже набросить крысы. Кто поможет жильцам многострадального дома на Назарбаева сделать капитальный ремонт, выяснила Юлия Гоголева. Медицина бессильна. Как это с детьми, старикам добираться? Жительница Высокогорского района в поисках фельдшерско-акушерского пункта дошла до Конституционного суда республики. Так быть ли ФАП, узнал Рамиль Шайдулин. Создал газету, которую читала буквально каждая казанская семья. Он такой, потому что он был такой известный, популярный, мощный, сильный, влиятельный. О легендарном редакторе «Вечерней Казани» Андрее Гаврилове расскажет Вероника Гайнадинова. Татарстанский КАМАЗ развивает производство за пределами страны, тем самым осваивая новые рынки. В Казахстане будут выпускать блоки цилиндров, картеры мостов и детали двигателей камских большегрузов. Накануне Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заложили первый камень в основании нового завода. В Костанае его планируют открыть к 2024 году. К этому же времени здесь должен появиться еще один завод о новой вехе международного экономического сотрудничества. Салават Мухаммадулин. Мирового класса автомобиль. Так, КАМАЗ выходит на абсолютно новый уровень. Гарантия качества от нашего президента. Хотя за надежность новых КАМАЗов отныне в ответе и казахстанские специалисты. В присутствии Рустама Минниханова и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина дают старт строительству нового завода чугунного литья. Здесь через 4 года будут производить детали камского большегруза. Это блоки цилиндров, картеры мостов и части двигателей. Недавно, в 2017 году, я был здесь, и автомобильный кластер он был в самом начале. А сегодня уже идет разговор о высокотехнологичных, серьезных компонентных проектах. Как раз в 2017-м Рустам Минниханов представлял возможности республики на международной выставке в Астане. Тогда уже были намерения о новых производствах. 3 года переговоров. За это время не только товарооборот достиг $700 миллионов, но и договоренности переросли в конкретные проекты. 8 секунд до 100 километров. В августе 2019-го в Челнах большие цеха КАМАЗа посетил премьер-министр Казахстана. Аскар Мамин лично протестировал автомобили и пообщался с разработчиками. И спустя ровно год речь уже идет о строительстве 2 заводов в Костанае. Второй по производству ходовых частей большегрузов. Оба предприятия хотят запустить в 2024 году. Мы сюда передаем новые типы литья, которые будут работать на цепочку кооперации во всем мире для компании КАМАЗ. Самые новые разработки будут основаны на этих площадках. Это литье для наших двигателей новых и проектирование и изготовление проекта по мостам. Сразу шипованные даже делают. Шины – еще одно направление перспектив сотрудничества Татарстана и Казахстана. Только за первые полгода на казахстанский рынок республика поставила шинной продукции на $1 миллиард. В планах вся Центральная Азия. Специально для этого подписан меморандум по строительству в Казахстане совместного шинного завода Татнефти и компании «Аллюр». Это высокотехнологичное производство шин, это претензия на создание, на превращение Казахстана в глобальный шинный центр, такой кластер, который будет работать, закроет нужды не только Республики Казахстан, но и всех соседей вокруг. Итоги договоренности уже обсудили на двусторонней встрече. Рустам Минниханов и Аскар Мамин отметили, несмотря на экономические сложности в связи с пандемией, сотрудничество продолжится. Задача – увеличить товарооборот до $1 миллиарда. Салават Мухаммадулин, ТНВ, Казахстан.
Сотрудничество татарстанских и белорусских предприятий в смежных отраслях будет способствовать повышению их конкурентоспособности на мировых рынках. Об этом сегодня в Москве заявил Фарид Мухаммедшин. Председатель Госсовета Татарстана принимает участие в работе 7-го форума регионов Беларуси и России. В этом году он проходит в дистанционном формате. На форуме Татарстан назвали одним из наиболее передовых регионов России, развивающих взаимодействие с белорусскими партнерами. За 2 года объем товарооборота между республиками превысил $1 миллиард. 7-й год подряд Беларусь входит в 5 основных внешнеторговых партнеров Татарстана. Шинное производство, увеличить поставку нефтепродуктов с нашего производства Танека, увеличить количество АЗС на территории Беларуси, кстати, по их просьбе тоже. И с другой стороны, посмотреть наши отношения с шинным производством Белшина. Проблемы дольщиков, завышенная коммуналка и задержки зарплаты. С такими вопросами татарстанцы обратились к заместителю генерального прокурора страны Сергею Зайцеву и премьер-министру республики Алексею Песошину. Сегодня они провели онлайн-прием граждан. Сейчас в Татарстане 17 проблемных домов. Достроить их планируется к 2022 году. По всем жалобам Сергей Зайцев поручил организовать надзорные мероприятия. Отдельно рассмотрено обращение матери ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Женщина попросила помочь в получении жизненно важного препарата. Проблема в том, что лекарство не зарегистрировано в России. По устной информации, лекарство должно поступить во второй половине октября месяца. Первоначальную заявку, эти решения о назначении таких препаратов принимаются консилиумом специалистов на федеральном уровне. То есть, когда это принимал, заявка уже была направлена, сейчас вот туда сделали дополнение. Экстренного решения ждут жители 54-го дома по улице Назарбаева в Казани. Многоэтажка в элитном районе в центре города фактически превратилась в трущобу. При этом в здание за последние 14 лет вложили более 7 миллионов рублей. Впереди еще пара миллионов. Несмотря на это, дом представляет реальную угрозу жизни людей. Юлия Гоголева посмотрела, в какую черную дыру уходят вложенные деньги. Таких теперь уже бывших ведомственных общежитий, которым сменили статус, в Казани около 200. Это здание, пожалуй, самое плачевное из них. Жильцам здесь приходится соседствовать с крысами и сквозняками, а запах, который здесь царит, ну просто не передать. В такой обстановке Анжела Самаева живет с самого рождения. И если в квартире, говорит, дела еще хоть куда, на лестничную площадку выходить можно только закрытыми глазами. Страшно то, что на тебя посыпется штукатурка. Могут даже набросить крысы. Постоянно в подвале вода стоит. Там и канализация стекает туда, и водопроводная вода. То, что трубы все гнилые. Этой девятиэтажки практически в самом центре города более полувека. В свое время жилье здесь получили работники института Казгражданпроект. В 2006-м здание с аварийными коммуникациями передали на баланс города. Те, кто смог, после приватизации поспешили продать жилье. Цены на квартиры в таком неприглядном доме не кусались. Малосемейки в основном приобрели люди с небольшими доходами. Особых условий нет. Общая кухня, отсутствие горячей воды. Поэтому большинство квартир сдается. Уж очень удобное расположение. До автобуса и метро рукой подать, еще и центр. Но хозяев у дома так и нет. Соответственно, нет и заботливого отношения. Это не моя квартира, поэтому хозяину звоните. Я прихожу сюда только поспать, я вам ничего не могу сказать. Безразличие к чистоте в коридорах, да и к общему состоянию дома в итоге привело к разрухе. Как результат, за последние 2 года 2 пожара. Там на 1 300 000 деньгами 2015 года все подъезды, все вот эти коридоры были отремонтированы. И в каком они состоянии, даже вот посмотрите, ну, в том плане, то, что нигде пожар был, а вот любой другой этаж спустите, в каком они состоянии за 5 лет. Сказать, что домом не занимаются и деньги жильцов оседают в карманах коммунальщиков, в корне неверно. За 14 лет, что дом числится на балансе управляющей компании Вахитовского района, в него вложили более 7 миллионов рублей. К универсиаде обновили балконы и фасад, 5 лет назад сделали текущий ремонт в подъезде, еще 3 миллиона ушло на кровлю, 2 на новый лифт и почти столько же на электропроводку. Мало в каком доме Казани такие вложения. Дом не остается без внимания, но без участия жителей, собственников, мы можем бесконечно туда деньги вкладывать. Если порядка не будет, если собственники не будут относиться к своему. Частично согласны с этим и старожилы дома. Говорят, сами делают, что могут, только таких, как они, здесь единицы. Крысы, откуда они? 1,5 года закрыт мусоропровод. 1,5 года. И 1,5 года кидают. Мужчина идет сам, спускается, в этом же доме живет и
извините за выражение, харкает, плюет. Сами же жильцы у нас тогда делали нам капитальный ремонт. Пока с 9-го этажа сделали, до 1-го этажа, вернее, дошли, у нас уже верхние этажи, все было изгадено. Чтобы решить все проблемы разом, зданию нужен капитальный ремонт. Но по графику ждать его еще 11 лет. Пока же силами управляющей компании в порядок обещают привести лестничные клетки, пострадавшие от пожара. Работы начнутся в октябре. Еще сейчас примерно на 700 тысяч будет ремонт подъезда, они все денежные средства израсходуют. То есть я не думаю, что они какие-то еще дополнительные средства с жителей тоже не возьмешь. Здесь надо как-то по-другому решать эту проблему, как чрезвычайная ситуация. Да. Судьбу дома на Назарбаева недавно обсуждали в прямом эфире «Трибуны нового века». Эксперты сошлись в одном: ситуацию нужно взять на особый контроль. Здесь нужно посмотреть в первую очередь сбор по квартплате, какие деньги были собраны и, соответственно, как было правильно сказано, куда они направлены. То есть вы пока не проверяли и не включались в эту тему? Мы сейчас занимаемся тоже этим вопросом. Как выяснилось, долги по квартплате у жителей дома есть больше 1 000 000 рублей. По некоторым неплательщикам уже начаты судебные производства. Выход из этой ситуации – это усилить работу управляющей компании в направлении именно эксплуатации таких жилых домов и максимально вести, конечно, разъяснительную работу с теми собственниками, которые сдают квартиры, чтобы был соответствующий порядок. Удастся ли жилищникам и собственникам дома прийти к единому знаменателю ради общего блага, пока вопрос. Зато есть официальный ответ о судьбе дома от Казанской мэрии. Капремонта в ближайшее время ждать не стоит. Но, очевидно, жить в таких условиях опасно, поэтому вопрос о внеплановом капремонте все равно придется решать. Юлия Гоглева, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. В своей проблеме жители 54-го дома по улице Назарбаева написали нам в редакционный WhatsApp. Его номер 8 987 420 01 01. Информацию принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Не нарушены ли конституционные права жителей маленькой деревни? К Фемиде с таким вопросом обратилась жительница Чернышовки Высокогорского района. Нина Артюхина отстаивала в Конституционном суде интересы села. В Чернышовке нет своего фельдшерского пункта. Получилась коллизия. Нарушений нет, но ФАП откроют. У нас его вообще здесь не было. Никогда? Никогда, а была комната одна. Любовь Терентьева из тех, кто на приеме у местного врача не была лет 15. Говорит, с тех пор, как в их деревне закрылся медпункт. В клубе сделали, только в 2000 году, наверное, я точно не знаю. В 2005-м он уже закрытый был. А вот где раньше располагался местный ФАП, буквально это 2 комнатки, 3 на 5 метров. Но и их 12 лет назад закрыли, теперь их переоборудовали под костюмерные, а селяне вынуждены ездить лечиться в центральную больницу. По документам медпункт закрылся в 2008 году и больше не открывался. Жители посчитали, это нарушает их конституционные права на получение своевременной медицинской помощи и обратились в Конституционный суд. Интересы сельчан представляла Нина Артюхина. Ближайшая аптека у нас находится в 9 километрах. Центральная больница тоже в 9 километрах находится. Значит, если у кого нет машины, нам приходится нанимать такси и ехать туда. Что подтверждают и местные депутаты. Вопрос о строительстве ФАП не раз поднимали на народных сходах, но всегда получали отказ. Населения мало, прописанных якобы. Вот от этого расчета и ничего не делается у нас. ФАПы в республике строят по специальной программе. Жители Чернышевки задаются вопросом, почему они не попали в программу, если ФАПы появляются в деревнях с меньшим населением. Как выяснил суд, не были четко прописаны условия, по которым населенные пункты включаются в эту программу. При этом нарушения конституционных прав не было. Признать подпрограмму 12 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры», соответствующей Конституции Республики Татарстан. В программу 8 сентября этого года Кабинет министров внес требуемые изменения. Будет программа 14, будет, значит, в 2024 году уже. Мы надеемся, что все-таки ФАП у нас будет построен. Таким образом, жители маленького села самостоятельно дошли до Конституционного суда. И теперь, благодаря их неравнодушию и дополнению программы, количество ФАПов может значительно увеличиться. Рамиль Шайдуллин, Александр Вольнов, ТНВ, Высокогорский район, Казань. В Казани стартует судебный процесс над уволенным экс-начальником отдела полиции «Восход». Подполковник ответит за преступление в служебном туалете. Детали уголовного дела читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее.
Новое оборудование, новые возможности. Более 4000 исследований в год на этом аппарате будет проводиться исследование. Какая техника поступит на вооружение ДРКБ, расскажет Рамиль Галиуллин. Создал газету, которую читала буквально каждая казанская семья. Стало такой, потому что он был такой известный, популярный, мощный, сильный, влиятельный. О легендарном редакторе «Вечерней Казани» Андрее Гаврилове расскажет Вероника Гайнетдинова. Борьба с коронавирусом не закончена. Необходимо соблюдать меры предосторожности и не терять бдительность. Сегодня Владимир Путин обратился к россиянам во время расширенного заседания Президиума Госсовета страны. Его участником стал и Рустам Минниханов. Совещание прошло в онлайн-формате. Главная тема – национальные проекты. Напомним, президент России поручил скорректировать их с учетом экономических изменений и тенденций. Цели будут поставлены до 2030 года. И, как отметил президент страны, важно их выполнять в здоровой обстановке. Борьба с эпидемией еще далеко не закончена. Она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья. В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб. 1 случай завозной, 5 пациентов госпитализировали, 18 лечатся дома. Больше всего заболевших в Казани, это 14 случаев. Всего за весь период свои больничные листы закрыли больше 6 тысяч человек, в том числе 6 за последние сутки. 100 лет исполнилось со дня образования первого правительства республики. Совет народных комиссаров, или сокращенно Совнарком. Образован он был 28 сентября на первом пленарном заседании Центрального исполкома. Первым председателем нового правительства был избран Сахибгарей Саидгалеев. Символично, что в эту дату правительство республики провело благотворительную акцию. Премьер Алексей Песошин сегодня передал в ДРКБ сертификат на покупку нового оборудования. Средства в рамках благотворительной акции собраны сотрудниками всех министерств и ведомств Татарстана. Они перечислили свой суточный оклад. Сколько удалось собрать и какие аппараты закупят, расскажет Рамиль Галиуллин. Так, под аплодисменты Алексей Песошин передает сертификат в ДРКБ. 5 миллионов 700 тысяч рублей. Именно столько удалось собрать совместными силами всех министерств и ведомств. Искали дату, то есть нашли столетие образования республиканских органов исполнительной власти. 100 лет Кабмину, потом 100 лет Минздраву, полиции. Вот такой красивый праздник. Теперь в ДРКБ появится новый бронхоскоп, аппараты УЗИ и ИВЛ. Специалисты говорят, подобное оборудование не уникальное, но жизненно необходимое. Проходить лечение смогут пациенты со всего Поволжья. Если мы говорим об аппарате бронхоскоп, то более 170 пациентов в год этот аппарат будет обслуживать. И, повторюсь, аппарат УЗИ, он будет более 4000 пациентов в год проводить диагностические обследования. Пациент заезжает вовнутрь. А это оборудование появилось в детской республиканской больнице в прошлом году по национальному проекту здравоохранения. Этот компьютерный томограф позволяет проводить полный комплекс исследований без наркоза, что важно для детей. Объем исследования увеличился в порядка в 2-3 раза. Один аппарат не покрывал весь объем исследования, так как мы республиканская больница, мы обслуживаем население детского возраста как города Казани, так и всей республики и всего Поволжья. Новое оборудование появилось и в этом рентгенологическом кабинете. Сюда закупили вот такой современный цифровой аппарат, который позволяет делать более качественные снимки. А кроме того, благодаря ему увеличилось и количество приемов примерно в 5 раз. Сейчас в рамках благотворительной акции правительства в клинике появится новое оборудование. Аппараты ждут в октябре. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Он создал газету, которую читали в каждой семье. Она лежала на рабочих столах у любого руководителя предприятия или района, а выходила с гигантским в то время тиражом. В Доме журналистов сегодня вспоминали легендарного редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова. Он ушел из жизни в этот день 29 лет назад. Почему «Вечерку» нельзя представить себе без ее первого главного редактора, расскажет Вероника Гайнудинова. Сейчас бы мы назвали бизнес-планом на сегодняшний день, но он был написан в 1979 году перед открытием буквально первого номера газеты. Главные задачи «Вечерки», о чем она должна быть и что получат читатели. Андрей Гаврилов записал все в этом блокноте. Первый главный редактор и основатель «Вечерней Казани». Коллеги вспоминают газету и сейчас невозможно представить без него. Вся «Вечерняя Казань» – это он, это его душа, это люди, которых он подбирал. Это принципы, на которых он стоял, и мы с ним были солидарны абсолютно. В 70-м он окончил журфак МГУ, был корреспондентом казанской многотиражки «Знамя труда». Потом работал инструктором Кировского райкома КПСС. А в 79-м создает «Вечернюю Казань». Газета сразу стала популярной благодаря освещению самых острых тем. Вот одно из сохранившихся в нашем фонде редких телеинтервью Андрея Гаврилова. Он комментирует путч 90-х в Москве. Нам нужно коренным образом менять систему государственной безопасности, систему армии, правоохранительных всех органов, с тем, чтобы законная власть президента никем не оспаривалась, кроме как Конституции и съезда народных депутатов. Александр Гаврилов был твердо убежден, нужно браться за такие темы, которыми живут люди каждый день. Поэтому неудивительно, «Вечерку» читала буквально каждая казанская семья. Тираж достигал 230 тысяч экземпляров. Я обязан каждый день был сдавать 3 информации с словом «сегодня» или «вчера». Причем не касающиеся спорта или культуры. Вот этот палец, он был мозоль сплошная, потому что телефон, это диск наборный, да? А с места никуда не уйдешь, надо было 3 информации выкатить. Наши газеты очень показывают сильно трудовую жизнь Казани. Мы очень много писали о людях, репортажи совсем. Мы бывали на всех заводах. Утром я встретился с работягой каким-нибудь, а вечером он уже себя видел в газете, в киоске. В киосках, представляете, были очереди за нашей газетой. Андрей Гаврилов занимался и организацией культурных и спортивных праздников. Многие городские фестивали впоследствии получили статус международного. Он ушел из жизни в 49 лет. Большую ее часть он посвятил независимой журналистике и стоял у ее истоков в Татарстане. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Республика готовится к декаде пожилых. С 1 по 10 октября каждый казанский пенсионер сможет бесплатно помыться в бане, сходить в парикмахерскую и отремонтировать обувь. К акции также приурочили множество концертов, мастер-классов и экскурсий в Раифский монастырь, Кремль, новое здание Национальной библиотеки и даже в зоопарк. Вход в музей для пенсионеров будет бесплатный. Мобильные бригады медицинской помощи приедут к ветеранам и инвалидам войны. При этом праздничные концерты для ветеранов в госпиталях, как это было раньше, отменены. Всю информацию можно узнать в районной администрации или по телефону горячей линии. Развивая производство, сохраняя наследие, благодарность от Фонда Возрождения за вклад в воссоздание исторических памятников получила компания «Нижнекамскнефтехим». В этом году фонд отпраздновал свое десятилетие. За это время предприятие было одним из самых активных и верных его благотворителей, оказывая постоянную финансовую поддержку. И Свияжск – удивительные памятники истории и архитектуры. За последние 10 лет на их территориях произошли масштабные перемены, которые изменили судьбу древних городов и ее жителей. Отреставрированы церкви и мечети, храмы и мавзолеи, проведены раскопки, создана инфраструктура. Сегодня исторические объекты стали центрами притяжения для тысячи туристов и паломников. Огромная заслуга в этом компании «Нижнекамскнефтехим». Мы как крупный градообразующий, крупный налогоплательщик в республике оказывали в основном финансовую поддержку, потому что возрождением занимались именно профессионалы, строители, археологи, историки. С момента основания Фонда Возрождения Нижнекамскнефтехим стал одним из самых активных его благотворителей. Занимая ведущие позиции на нефтехимическом рынке, предприятие направляет значительные средства не только на развитие своих производств, но и на сохранение исторического наследия Татарстана. А это порядка 2 миллиардов рублей. Этот вклад на юбилей фонда отметил Минтимер Шаймиев. Мы признательны всем, кто стал благотворителем нашего фонда и все эти годы помогал от души для души. Финансовую поддержку оказывает группа компаний «ТАЭП», малые нефтяные компании.
Большой вклад компания «Нижнекамск нефтехим» внесла в строительство Болгарской исламской академии, которая открыла свои двери студентам в 2017 году. Впереди открытие воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери, возрождение которого компания также вкладывает значительные средства. Я очень горд и рад, что наше предприятие имеет возможность возрождать архитектурные памятники. Надо всегда поддерживать все эти начинания, и ту работу, которую сделали за 10 лет, надо ее продолжать. Большую работу предприятие проводит и в своем родном городе Нижнекамске. Ни одна социальная благотворительная акция или крупный проект в городе нефтехимиков не обходится без участия Нижнекамск нефтехима. Они могут выжать из железа максимум. Сразу 3 студента Казанского авиационно-технического колледжа стали золотыми медалистами национального чемпионата WorldSkills. Компетенции не из легких. В этом году из-за коронавируса соревнования впервые проходили в дистанционном формате. Но наши ребята не подкачали. В общей сложности татарстанцы завоевали 38 золотых медалей. Какой он путь призеров до пьедестала, узнаем из репортажа далее. Задание начинается вот с этой рамы, с раскроя. С металлом эти ребята давно на «ты». Из листов железа братья Нурулины могут создать изделия любой сложности. Пока старший Фаиль мастерит камин, младший Ирик занят сборкой мини-погрузчика. Совсем недавно ребята завоевали золото на национальном чемпионате. Тренировались год, поэтому было не так уж и тяжело. Была помощь со стороны колледжа. До этого участвовали еще в регионе, принимали участие, где заняли первые места. Мы на тренировку всегда вместе. Конечно, подсказывал фишки, лайфхаки говорил. Разбираться во всем братьям помогает эксперт. Салават Замалиев, многократный призер WorldSkills. Здесь все как в спорте. Тренер дает советы, но победа за подопечными. Что я знал, я это все им передал. И из-за них я не переживал, ждал первого места. По данному чертежу надо было собрать вот такую вот конструкцию. Конструкция называется стеллаж. Профессией будущего в совершенстве овладел Ильнур Мухлисуллин. Он победитель в компетенции производственной сборки изделий авиационной техники. Чертеж секретный. Ни один участник об этом до начала соревнований не знает, и вот в этом была сложность. В этом году по понятным причинам соревнования проходили в дистанционном формате, поэтому у каждого рабочего места были установлены вот такие камеры, которые транслировали картинку в центр наблюдения, где за участниками следили эксперты. Победители определяли в 130 компетенциях. Сейчас ребята готовятся к следующим стартам, а в будущем хотят стать экспертами WorldSkills и готовить новых чемпионов. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас о погоде и до встречи. Здравствуйте! Сентябрь продолжает удивлять теплом и солнцем. О погоде на вторник чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 сентября на юго-востоке в Бугульме, Вавлах, Азнакаево солнце будет радовать своим теплом, температура повышенная. Такая же ситуация и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Ясно, без осадков и очень тепло, до плюс 21. На севере Татарстана, Багрызе, Менделеевске, Актаныши небо безоблачно, солнечно по-летнему. Столбики термометров уверенно держатся на высоких значениях. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также ясно. Осадки маловероятны и очень тепло. Осень радует погожими днями и жителей юго-запада Татарстана. Днем тут плюс 21, а вот ночью всего плюс 2. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше без осадков и ясно. Очень комфортная погода. Природа решила еще некоторое время побаловать жителей Татарстана по-летнему солнечными и теплыми днями. Это, несомненно, очень радует. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез
Тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в Доктор Ост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Чтобы экономить на такси, переходи на Диди. Скачай приложение или закажи по телефону. Чтобы экономить на такси, переходите на Диди. Новый сервис для заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение или закажите поездку по телефону 210 400. В Казани ожидается ясная погода, без осадков. Ночью +3, днем воздух прогреется до 20 градусов. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление выше нормы, 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.